В Общественной палате Абхазии продолжаются встречи и консультации в рамках подготовки к гражданскому форуму и серии круглых столов. На этот раз к обсуждению были приглашены представители республиканских общественных организаций и политических партий. Как подчеркнули в Общественной палате, диалог с политическими силами и общественностью ведется уже не первый год и касается не только формата форума, но и ключевых вопросов предстоящих реформ. По вопросу как раз не только гражданского именно форума, а по поводу реформирования политической системы в законодательной ее части, здесь проговаривались со всеми ведущими общественными политическими партиями Абхазии. В том числе и было подписано, по-моему, всеобщее такое вот заявление о том, что все готовы к тому, чтобы поддержать инициативу, выдвинутую Общественной палатой. Мы уже понимаем, что эта система буксует в каких-то вещах. Да, Общественная палата не прямо точно, она просто обсуждает эту тему и хочет услышать от вас, от всех, каким образом улучшить нашу политическую систему. По словам организаторов, идея гражданского форума формировалась на протяжении нескольких лет. Однако реализовать его удалось только сейчас, после политического кризиса конца 2024 года, который вновь показал уязвимость существующей системы. До его проведения в Сухуме пройдет 3 тематических круглых стола. Их цель не только обсудить уже подготовленные предложения Общественной палаты, но и собрать мнения и инициативы всех участников для последующего вынесения общей резолюции на форум. Это результаты не только работы внутри комиссии, а результат десятков встреч со специалистами, со всеми людьми, кто был в предыдущих комиссиях, при всех предыдущих президентах, кто работал над реформами. И, конечно же, мы предлагаем рассмотреть нашу версию, добавить ее другими предложениями, взвесить очень серьезно, потому что конституционная реформа – это не что-то, что можно сделать наскоком или по желанию какой-то группы людей. Это очень... Поэтому мы приглашаем к диалогу политические партии, общественные организации, специалистов в разных областях. И вот этот гражданский форум призван именно объединить этих людей. Первый круглый стол состоится 19 февраля и будет посвящен демографической ситуации, которую в Общественной палате называют одной из ключевых угроз для будущего страны. Второй круглый стол пройдет 25 февраля и затронет вопросы социально-экономического развития, прежде всего состояние абхазского села и роль местного самоуправления. Третий, назначенный на 3 марта, будет посвящен конституционно-правовой реформе. В Общественной палате подчеркивают, что без политической стабильности и доверия в обществе невозможно решить ни экономические, ни демографические проблемы и призывают к участию в обсуждениях все политические силы вне зависимости от политических предпочтений. Харахзы я азам, ари оппозициоб, ари хунткар дачуб, ари дачиякуб хавой, ари харахзы зэгирзиеб шуазгаракуб. Ауязы абриазгара яназхусу зэги ахвара рыстакуб абри камерко микрофон скуясрахона. Они дайвазар сарасайом, абри дайвазар сарасайом ишумхо. Абриус яко зэги шала хайсни яхсбаб. В обсуждении приняли участие представители администрации президента, общественных организаций и политических партий. Участники сошлись во мнении, что запрос на реформы в стране существует давно, однако продвигать их возможно только при наличии широкого общественного согласия. С учетом того, что политический консенсус должен быть, и общественные политические организации должны поддержать, и члены парламента должны поддержать. То есть продвинуть идею реформы весьма сложно. И я желаю участникам Общественной палаты, представителям общественности, политических организаций прийти к консенсусу по этому вопросу. Да, с нашей стороны поддержка и в дальнейшем и форума есть, и понимание, что это необходимо. Готовность участвовать в предстоящем форуме и круглых столах подтвердили и представители общественных движений. Безусловно, мы готовы участвовать в форуме. Мы свои видения предлагали и по вопросам, озвученным здесь, и
особенно касательно вопросов там, ну, в принципе, все три вопроса, и демографии ведения, как развитие села, какие поддержки необходимы. И очень большая надежда, что вам и вокруг вас удастся все-таки хотя бы на полшага сдвинуть эту проблему с мертвой точки, это уже будет хорошо. Даже сам факт, то, что этот разговор уже идет, сам факт, это уже позитив. Может быть, Бог даст, найдутся в Абхазии светлые головы, патриотично настроенные, которые воспользуются этим моментом и скажут, ну, ребята, может хватит, может возьмемся за ум. Также было зачитано письмо от ветеранской организации АРУА, в котором поддерживается инициатива Общественной палаты и подчеркивается важность консолидации общества. Сегодня известно, что практически все политические и общественные объединения в Абхазии выражают готовность оказать поддержку парламенту и президенту в процессе принятия и реализации соответствующего законодательства, направленное на проведение указанных реформ. Опираясь на сплоченность абхазского общества, убеждены в конечном успехе нашего общего дела. Сплоченность абхазского народа – главный залог успешной реализации намеченных планов. РО АРУА выражает поддержку инициативы Общественной палаты Республики Абхазия в проведении гражданского форума. В Общественной палате считают, что именно через такие встречи и обсуждения возможно сформировать общее понимание дальнейших шагов развития страны. Встречи с политическими партиями и общественными организациями будут продолжены. Заур Кварджа, Инала Кухава, Евгений Сильченко, Абаза ТВ.